Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. В Нальчике состоялась инаугурация главы КБР. В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, делегации из всех республик Северокавказского федерального округа. В мероприятиях также приняла участие делегация из Абхазии, в которую вошли вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр экономики Адгур Ардзанба, руководитель аппарата Кабмина Давид Сангулья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Абхазии. Поздравительный адрес президента Абхазии Рауля Хаджимба избранному главе КБР Казбеку Кокову на церемонии инаугурации зачитал вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба. Уважаемый Казбек Валерьевич, уважаемые участники церемонии, позвольте мне передать самые теплые, самые искренние поздравления от народа, братского народа Республики Абхазия и зачитать поздравительный адрес президента Республики Абхазия. Уважаемый Казбек Валерьевич, имею честь поздравить вас с официальным вступлением в должность главы Кабардино-Балкарской Республики. Высокий профессионализм, принципиальность и преданность интересам своего народа снискали вам непоколебимый почет и уважение. Вас знают как человека ответственного, системного и настоящего патриота своей страны. Убежден, что ваша деятельность на посту главы Кабардино-Балкарской Республики будет способствовать дальнейшему укреплению братских отношений между нашими республиками. Позвольте еще раз поздравить вас, уважаемый Казбек Валерьевич, и пожелать вам крепкого здоровья и успехов на высоком государственном посту. А народу Кабардино-Балкарии мира, добра и процветания. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. По прибытию в Нальчик члены абхазской делегации возложили цветы к памятнику павшим добровольцам-участникам Отечественной войны 1992-1993 годов, установленному на площади Абхазии. Всего в нашей стране воевали 1562 добровольца из Кабардино-Балкарской республики. Погибли 64 человека, 12 удостоены звания Героя Абхазии, 6 из них награждены посмертно. Министерством здравоохранения Абхазии полностью погашена задолженность перед медучреждениями Российской Федерации. Это стало возможным благодаря достигнутым между Минздравами Абхазии и России договоренностям и согласно решению Российско-Абхазской межправительственной комиссии. Гугуца Вардания расскажет подробности. На протяжении 8 лет в Абхазии действует целевая программа лечения граждан за пределами и на территории Республики Абхазия, основными целями и задачами которой является лечение больных, нуждающихся в оказании экстренной высокотехнологичной помощи. Многие годы в рамках данной программы успешно осуществляется лечение граждан в медучреждениях Российской Федерации. Хотя финансирование проекта осуществлялось поэтапно, все же с 2011 года перед медучреждениями России оставался переходящий из года в год непогашенный долг. По решению Смешправкомиссии Министерство здравоохранения погасило задолженность в размере 35,5 миллионов рублей по клиникам Российской Федерации. Это клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Краснодара и также Сочи. На сегодняшний день все задолженности погашены. Как отметила Саида Делба, погашение задолженности Абхазии перед медучреждениями России – это крайне важный факт для граждан республики, не имеющих российского гражданства или полиса ОМС, так как в случае необходимости у Минздрава Абхазии не будет никаких препятствий для направления таких пациентов в ведущие научные и клинические центры России. Что касается на сегодняшний день отправки пациентов на лечение за пределы, они предусматривают строго по направлению врача, по экстренной помощи и предусматривает отправка в основном людей тех, кто не имеет российского гражданства. Данных пациентов будет оплачивать Министерство здравоохранения Абхазии. Все те, кто имеют российское гражданство и имеют страховой полис ОМС, должен прийти в Министерство здравоохранения, взять направление и только в том случае ехать на лечение за пределы Абхазии. Неудивительно, что у Минздрава образовалась такая большая задолженность. В год на лечение в российские клиники Минздрав отправляет около 800 пациентов. Большинство из них нуждаются в дорогостоящем лечении. Это реанимационные больные, это дети новорожденные, которые находились на донашивании. Вот такой ребенок в сутки в отделении реанимации, на него затраты получаются почти на 8 тысяч рублей. Ежедневно за помощью в Минздрав Абхазии обращается немало граждан. Здесь стараются помочь каждому, однако, конечно же, в первую очередь на лечение в российские медучреждения направляют детей.
В первую очередь у нас приоритеты расставлены строго. Это дети, новорожденные дети и беременные женщины. Это те, которых мы в первую очередь отправляем на лечение. Независимо от того, имеют они гражданство, не имеют они гражданства. И самое главное, что это по экстренным показаниям. В основном в рамках программы Минздрав оказывает помощь пациентам с заболеваниями сосудисто-сердечной системы, а также нейрохирургической и офтальмологической патологиями. Пациенты, которые нуждаются, допустим, в офтальмологической помощи, у нас есть медицинский центр офтальмологический, который находится на территории города Сухум. И многим возрастным пациентам тяжело ехать за пределы. У нас есть договор с этой клиникой, и они обслуживаются в этой клинике, иногда даже делают какие-то операции. Как отметила Саида Делба, в дальнейшем при направлении граждан Абхазии на лечение в российские медучреждения оплата будет производиться заранее. Гугу Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сухумский морской порт готовят к заходу князя Владимира. Для того, чтобы круизный лайнер причалил в столице, нужно завершить дноуглубительные работы. Репортаж Сарик Варасхелия. Совсем скоро в тестовом режиме круизный лайнер «Князь Владимир» зайдет в Сухумский порт. Чтобы лайнер причалил в морпорт, дно Сухумской бухты должно соответствовать определенным требованиям. Работы, которые проводятся совместно с российскими специалистами, здесь начались еще в 2018 году. А неделю назад начались и дноуглубительные работы. Из моря выгребают ил и грунт для того, чтобы лайнер безопасно пришвартовался в порту. В соответствии с проектом, который был подготовлен ранее, нам необходимо углубление произвести практически до 8 метров, чтобы глубина здесь была. Это необходимо для безопасной швартовки круизного лайнера, для отхода, подхода. На данный момент именно эти работы осуществляем. Сейчас у нас приблизительно по тому замеру, который был произведен, в районе 5-6 метров глубина, то есть от 5-6 метров до 8 метров необходимо произвести дноуглубительные работы. Работы идут по графику, мы рассчитываем, что будем укладываться в обозначенные сроки. Тестовый заход будет осуществлен без пассажиров, чтобы команда судна ознакомилась с акваторией и убедилась, что все технические моменты учтены. Это необходимо для того, чтобы команда судна посмотрела, каким образом здесь происходит швартовка, то есть это все нужно проверить. И, соответственно, уже в 2020 году, в навигацию 2020 года, это будет весной, будет уже рейс с пассажирами первый. Поскольку судно из Российской Федерации, оно будет проходить пограничный контроль. Соответствующий режим будет организован на причале. Достигнутыми договоренностями для обеспечения удобства при сходе с судна пассажиров и, соответственно, для обеспечения транспортной безопасности, а также осуществления мер по государственному контролю необходимо будет. Мы сейчас прорабатываем вместе с коллегами из контролирующих органов, это пограничный отряд Республики Абхазия, это таможенные службы, другие структуры, осуществление меры по осуществлению паспортного, таможенного контроля. Для обеспечения норм транспортной безопасности, помимо пунктов паспортного контроля и таможенного досмотра, также планируется установить мобильный пункт пропуска, который будет оснащен дополнительным оборудованием. Досмотр пассажиров и груза с помощью интроскопов, металлодетекторов. При необходимости багаж будет проверяться, если он будет у пассажиров, соответственно. Будет установлена система видеонаблюдения, какие-то дополнительные ограждения, чтобы зона пограничного таможенного контроля была четко обозначена и соблюдался режим установлен. Лайнер «Князь Владимир» в 2020 году расширит маршрутную сеть до Сухумского порта. Теплоход будет заходить в порт Сухума 6 раз в год, а в будущем, возможно, и чаще. Сария Гварацхеля, Степан Мартиросян, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Пресс-конференция, посвященная передаче архива данных на жителей Чечни, оказавшихся узниками фашистских концлагерей в годы Великой Отечественной войны, прошла в мультимедийном центре «Спутник Абхазия». Руководитель проекта «Возвращение имени» передал списки представителям Чеченской Республики. Им также были переданы адреса родственников пропавших без вести солдат.
Проект, посвященный розыску военнопленных нацистских лагерей, был запущен в Абхазии в июле 2016 года. Смысл инициативы в том, чтобы установить историческую справедливость, узнать судьбу людей, пропавших без вести в Великой Отечественной войне, и вернуть их имена родным и близким. Вторая мировая война коснулась каждого жителя на тот момент единой большой страны – Союза Советских Социалистических Республик. И неудивительно, что во время поисков организаторы проекта находят имена людей разных национальностей из разных стран. 1,5 года назад из Австрии, благодаря журналисту Роберту Авджану, который был в этой студии летом прошлого года, получили неожиданные документы. Это списки жителей Чеченской Республики, которые считались пропавшими без вести, но погибли в концлагере немецких нацистов, который называется Маутхаузен. Особенность этих списков заключается в том, что их нет в российском военном архиве. То есть в России об этих людях никто ничего не знает. Но, как вам известно, наш проект посвящается семьям абхазским, армянским и вот теперь чеченским. И поэтому мы поставили перед собой задачу найти таких союзников и товарищей, с помощью которых мы можем запустить проект возвращения имени в Чеченской Республике по поиску родственников вот этих погибших солдат. В торжественной обстановке списки найденных имен чеченских солдат были переданы представителю Чеченской Республики Вахиту Керимову. Сегодня то, что вы решили сделать, это для нас, не только для чеченского народа, для всего народа. Это большой подарок, я бы так сказал, потому что сегодня есть люди, у кого пропали без вести в Великой Отечественной войне. Даже если когда они узнают, что они где-то похоронены или какой-то след, это для них это большое успокоение, подарок это. С самого начала проекта большую помощь в его реализации оказывают офицеры и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища при Министерстве обороны Абхазии. Они посещают семьи пропавших без вести, узнают дополнительную информацию, просматривают сохранившиеся фотографии и письма с фронта. Из числа солдатов, которые находятся у нас на сегодняшний день на службе, выбрали самых лучших бойцов для того, чтобы оказать помощь в этом проекте. Естественно, данные военнослужащие с радостью восприняли эту информацию. Почему? Потому что это наша история, и мы дальше готовы, Георгий, с вами поддерживать тесную связь, помогать вам в дальнейшем. Это не последняя находка организаторов проекта. Возвращение имени продолжает свою работу, ведь еще необходимо найти немало имен и раскрыть множество судеб, чтобы рассказать об этом людям, которые ждут более 70 лет. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. 7 лет прошло с того дня, как не стало Ольги Дубинской, известного российского режиссера-документалиста, журналиста, автора книги «Сны об сны» и фильма «Страсти по Владиславу». Ольга Дубинская на протяжении последних 15 лет жила в Абхазии, хотя не была абхазской по национальности, душой ощущала себя нашей соотечественницей. Приехав однажды в Абхазию, Ольга поняла, что здесь ее место. Жизнь абхазского народа стала ее жизнью, ее победы, его победы ее победами, а боли ее болью. Про себя же она говорила, что она абхазка, что в какой-то прошлой жизни ее родиной была именно Абхазия, и вот наконец-то она нашла дом. Учила абхазский язык, полностью погружаясь в нашу культуру и обычаи. Ольга Дубинская переживала за все, что происходило в Абхазии, и была настоящим патриотом нашей страны. В Русском театре драмы состоялся предпремьерный показ спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». Для постановки сатирической комедии Островского в Абхазию пригласили режиссера Алексея Размахова. Молодой специалист смог органично выстроить классическую пьесу и придать замыслу современную интерпретацию. А незадолго до начала просмотра в фойе театра была организована пресс-конференция. Амелия Бисмарк расскажет подробности. «На всякого мудреца довольно простоты» – первая сатирическая пьеса Александра Николаевича Островского. В ее сюжете драматург обрисовал реакцию московского дворянства на реформы 1860-х годов. Комедию принято считать знаковой для русского театра. В эти дни увидеть постановку смогут и зрители Росдрама.
Пьеса, которая обошла лучшие площадки театральные мира, которая сегодня идет в лучших театрах Москвы, России, и которая, на наш взгляд, при всей своей литературном, при всем своем совершенстве, она, ко всему прочему, более чем актуальна для сегодняшнего дня и для Абхазии, что интересно. Но это особенность всех. Для постановки пьесы на абхазской сцене был приглашен режиссер Алексей Размахов. Молодой специалист в последнее время преимущественно работает в Москве. К работе с труппой Русдрама он приступил с большим энтузиазмом и интересом. Очень много постановок по этой пьесе, по России. Она действительно достойное место занимает вообще во всем творчестве. И особенное место занимает в творчестве Александра Николаевича Островского, потому что помимо чистой комедии, эта история, она еще достаточно драматична, как мне кажется, и при всей этой улыбке, ухмылке есть какой-то оскал у этих персонажей, которые на самом деле являются такими, акулами сегодняшнего мира, прогрессивного, и мы старались эту историю достать из спектакля. Я и с ребятами максимально старался приблизиться вообще к Островскому. Колоссальный эксперимент. Такого Островского, я, может, не так много в жизни видел, но такого Островского я не ожидал. Это было очень интересно погрузиться в таком жанре, показывать Островского. И я думаю, что не только нам будет интересно это сделать, мы будем делать для вас. В роли главного героя пьесы Глумова актер Кирилл Шишкин. По стечению судьбы он и режиссер Алексей Размахов практически в одно и то же время учились в ГИТИСе и не раз пересекались в коридорах учебного заведения с именитой историей. Наверное, оттого быстро нашли общий язык при постановке роли. Поэтому работать с ним, по крайней мере, мне сложно, но очень комфортно. Мы постарались, чтобы эта история попала в сердца и в души каждого человека. Перед показом режиссер пожелал зрителям запастись хорошим настроением и больше улыбаться. А когда занавес был поднят, зал захватила атмосфера таинственности и напряженное ожидание. Перед тем, как заговорили герои пьесы, слово взяли декорации. Интересная работа театральных художников сразу привлекла внимание. Исааки, мы ангелы, а вот идет к тебе Христос, подойди и поклонись Ему. Он же не понял бесовского наваждения, не доумевался даже перекреститься, встал и поклонился, как Христу бесовскому действу. Глумов – единственный активный герой комедии, создает и ведет интригу. Он желает добиться личного преуспевания, при этом намерен использовать традиционно дворянские средства, получить выгодное место через влиятельных людей и жениться на богатой невесте. Классический образ в исполнении актера Кирилла Шишкина получился достаточно гармоничным. А старухи чем бы заплатили? Старухи? Я бы заплатил постоянным угощением, я бы ей носил бы собачку, выдвигал бы под ноги скамеечку, я бы целовал бы постоянно ей руки. В спектакле многое зависит от светового и музыкального решения. Современные приемы сделали постановку ярче и веселее, отмечали зрители. Динамично очень играют, и игра актерская, конечно, выросла намного. По сравнению даже с первыми спектаклями, когда мы сюда еще ходили. Профессионализм во всем виден, и в звукорежиссуре, светорежиссуре, и в игре мы очень довольны. Вышли очень вдохновленные. Настолько все современно. Внешне люди меняются, условия меняются, а суть людей остается прежней. Вот этот спектакль как раз все это доказывает. Сатира – это сложный жанр, и его понимание зрителям в большей степени зависит от духовной подготовленности смотрящего. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.